Этот небольшой сквер уже облюбовали местные жители. Территорию по улице Новая в микрорайоне Юбилейный благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2022 году. Рядом со школой номер 15 здесь сделаны такие виды благоустройства, как устройство тротуарной площадки, установка пергол со скамейками, павильончика небольшого и освещение, озеленение, установка скамеек, урн и так далее. Одна из ключевых задач проекта – повышение комфорта уровня жизни. Ухоженные скверы, современные парки и игровые площадки. Жители Ингушетии уже успели оценить изменения, которые произошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И в этом районе Назрани еще 5 лет назад был пустырь, а сейчас это уже небольшая зона отдыха, так называемая Аллея Первых. Этот участок рядом с Алханчурским каналом благоустроили в 2018 году. Рядом находятся школа и колледж. Были выполнены работы по укладке тротуарной пешеходной дорожки, по озеленению, по освещению. Также здесь были установлены детские спортивные площадки, это канатная дорожка небольшая. И, в принципе, установлены скамейки, урны и так далее. Для тех, кто живет вот рядом за каналом, для тех, кто живет в этом массиве, небольшое малоэтажное строительство, люди здесь живут давно уже. Рядом находится школа, пенсионный фонд и другие учреждения. И здесь абсолютно не хватало места, чтобы можно было посидеть. И да, люди здесь проголосовали и выбрали эту территорию. Дом культуры Назрани – место весьма популярное среди горожан и жителей региона. Концерты, спектакли и прочие значимые события проходят именно здесь. Поэтому местные жители путем голосования выбрали эту территорию для благоустройства. Здесь уложили новую тротуарную плитку, поставили скамейки и урны. Проект «Комфортная городская среда» реализуется в регионе с 2017 года. За это время в одной только Назрани благоустроили более 3 десятков территорий. Программа формирования комфортной городской среды была продлена до 2030 года. В этом году планируется 3-4 территории, пока мы точно не знаем. Мы ждем от Минстроя России информацию. А также на следующие территории будут перенесены на 2025 год оставшиеся территории. Работа в этом направлении продолжается. Впереди еще много дел, а значит, современных, а главное удобных мест для отдыха в городах региона станет куда больше. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Магаз 24.